Эти шокирующие кадры на днях были опубликованы в YouTube. И таких роликов, как оказалось, было заснято не менее 40. Общество должно знать обо всех обращениях о пытках. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о ужасных пытках в стране. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Это вопрос безнаказанности. Какие учреждения все же больше применяют пытки и в какой форме? В основном это система МВД. Дилраба Самадова, руководитель общественной организации «Офис гражданских свобод», считает, что последние годы правоохранительные органы Таджикистана почти перестали сотрудничать с местными правозащитными организациями. 10 декабря – это Международный день прав человека. Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной ассамблеей ООН 72 года назад, провозглашает необходимость защиты основных прав и свобод человека. Какова ситуация с правами человека в Таджикистане и насколько изменились условия работы местных правозащитников за последние 10 лет? Об этом рассказала Дилраба Самадова. Если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была 10 лет назад, то видим, что сократилось число адвокатов, сотрудничающих с местными общественными правозащитными организациями. До принятия закона об адвокатуре в нашей стране насчитывалось свыше 1500 адвокатов, а сейчас их осталось 900. В некоторых городах и районах адвокатов вообще нет. 10 лет назад мы почти без проблем работали с властными структурами в рамках рассмотрения уголовных дел и в деле реализации требований соблюдения международных стандартов. Сейчас совершенно иная ситуация. Последние годы из-за сокращения количества адвокатов мы не можем обеспечить юридической защитой всех граждан, которые обращаются к нам за помощью. Многие граждане вынуждены пойти в суд без адвоката, в том числе те, кто не осведомлены о своих правах. Другая проблема – граждане и адвокаты подвергаются давлению со стороны властей. В случае обращения в СМИ власти не хотят, чтобы информацию о том или ином уголовном деле просочилась в прессу до объявления приговора суда. А вы сталкивались с нарушением прав человека в Таджикистане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Некоторые адвокаты заранее знают, при рассмотрении какой категории условных дел им будет оказано давление. Это касается прежде всего уголовных дел, связанных с пытками, терроризмом и экстремизмом, участием в запрещенных организациях и движениях. Скажем, если обвиняемый в краже подвергся пыткам, адвокату намного проще работать с этим делом. Но если пыткам и жестокому обращению подвергся человек, подозреваемый в терроризме, экстремизме или в участии в каком-либо политическом движении, адвокату приходится несладко. На адвоката не только окажут давление, его могут обвинить в уголовном преступлении, к примеру, в оправдании терроризма. ягон чора неандешуду ҳифз накунад ҳуқуқи вай ҳеҷ вақт эътироф карда барои монда намешавад. Прежде всего, необходимо усилить ответственность сотрудников правоохранительных органов и лиц, занимающихся расследованием. Общество должно быть в курсе всех обращений по поводу пыток и жестокого обращения. И граждане должны не бояться обращаться. Власти должны открыть для посещения исправительных учреждений правозащитниками, журналистами и активистами гражданского общества. Это, к слову, предусмотрено законодательством Таджикистана. Запрет на посещение тюрем после бунта Худжанской и Вахдатской колонии еще понять-то можно. Но почему власти отказывают правозащитникам и СМИ побывать в воинских частях? Согласно уставу, граждане могут посетить воинские части за исключением складов оружия и боеприпасов, чтобы ознакомиться с условиями службы. Но почему-то этого не происходит, люди живут в страхе и даже не знают элементарных своих прав. Также правозащитница назвала 3 главные проблемы таджикских правозащитников. Первое – это то, что власти оказывают давление на местных правозащитников и нередко задерживают их. Бывают случаи, что их за участие в рассмотрении того или иного уголовного дела привлекают к ответственности. Вторая проблема – это то, что правоохранительные органы не понимают или не хотят понять, что мы помогаем им в реализации идеи верховенства закона в Таджикистане, а также ратуем за соблюдение закона не только гражданами, но и представителями властей. Но такое ощущение, что им это просто не нужно. И третья проблема заключается в том, что последние годы местные СМИ неохотно сотрудничают с правозащитниками и адвокатами. Они просто-напросто боятся освещать эти проблемы на широкую публику. В Таджикистане ситуация сложная. Именно поэтому организации, работающие в сфере обеспечения религиозных свобод, почти прекратили свою деятельность. Но все-таки единицы есть, и мы будем продолжать бороться за права человека даже в таком малом количестве. Ведь из-за того, что люди боятся, власти ощущают свое превосходство и, по сути, являются безнаказанными. Так продолжаться не может. Власть должна понять, что они подчиняются народу, а не народ власти. инсон ҳеҷ вақт зиндагии хуб карда наметавонад. На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком, пишите свои мнения нам в комментарии. До скорой встречи!